Дорогие друзья, сегодня не пятница, сегодня среда. Э, Последний день апреля, 30 апреля 2025 года. Сегодня я решил запустить стрим, потому что в пятницу ну, у нас не рабочий день, и поэтому выдалась минутка, значит, выйти на радио. Ехал я значит, здесь, в Варшаве, ежегодно проходит такое мероприятие, называется Супер Бет Рапид и Блиц. Слышали, ворона каркает. И в этом году проходил, значит, матч без, ну, таких, так скажем, самых топовых звезд. В общем, когда-то очень с высоким рейтингом Левон Аронян был. Значит, два индусских гроссмейстера Прахананха. Второго, к сожалению, я не помню. В общем, Дуда был и был Владимир Федосеев, который после того, как началась война, и он в своем интервью об этом польскому радио сказал, о том, что после того, как война началась, он уехал в Испанию, а потом сменил, значит, шахматное гражданство на славянское. Он живет в Германии, в Берлине, там же тренируется. Ну и, в общем, судя по всему, переезд у него удался, потому что он с большим счетом суммарным победил, набрал 28 очков, если не ошибаюсь, за Рапид и Блиц. И, в общем, получилось так, что и в Рапиде выиграл, и в Блице выиграл. И суммарный приз у него составил 40 тысяч евро. Немножко изменили, потому что, насколько я помню, в прошлом году, значит, ситуация была такая, о том, что там отдельно награждали за Рапид, отдельно за Блиц, по-моему. Но сейчас нынче, ну, там как бы 10 участников принимает участие. И единственный человек, из-за кого я туда пошел, это был Веселин Топалов, потому что это был, ну, все-таки бывший чемпион мира по шахматам. И в свое время, еще до того, как, значит, очень сильные компьютеры подключились к тренировке сильных гроссмейстеров, это было действительно искусство. Как многие говорили, и многие партии, которые играл Топалов, они просто уникальные, сами по себе очень красивые. Поэтому ситуация такая, что, ну, было вот интересно просто вот увидеть Веселина. Но я не с первого дня, к сожалению, участвовал там. Дело в том, что в пятницу был такой типа закрытый мероприятие там для блогеров и так далее. Я что-то заметил, что меньше блогеров стало. Раньше как-то с большим энтузиазмом, что ли, польские блогеры участвовали. Зато практически полностью каждый день отрабатывали журналисты из крупных изданий. В этом году, до этого у них не было информационных партнеров, а в этом году там целых 4 даже информационных партнера, там, ну, какие-то, значит, штатные или внештатные сотрудники, значит, сидели, меньше фотографировали, меньше, значит, каких-то видео снимали, потому что, ну, был специальный день для прессы, когда, собственно, открытие происходило, но вот не удалось попасть по объективным причинам. Ну, вот, так эта неделя началась. Ну и потом еще, значит, там 26 числа здесь такое было мероприятие. Его устроила в Польше Лариса Зубарева. И, значит, ну, одна стандартная тема, которую вот эта Лига свободных наций проводит. Значит, они там типа вот есть какие-то просто политические заключенные, а вот есть настоящие политические заключенные. Я вообще против такой, значит, вещи, потому что, ну, есть вообще в принципе заключенные зэки, которые сидят, да, и тут как-то относиться, что вот есть, извините, какие-то прям вот настоящие зэки, но это как-то дико звучит, тем более раньше там была Филонова, которую тут чуть ли не на знамя там, значит, бурятской независимости, там эти ненормальные тетки решили выдрузить, да, и Шаман Габышев, который, ну, в общем-то, психически больной человек, и которого действительно режим упек,
значит, в дурку, причем упек таким способом, что они его залечивают натурально. И много же ведь тех людей, которые там пару слов сказали и получили там по 15, по 16 лет. Например, опять же, та же Дарья Трепова, да, которая взорвала этого военкора. Не сама, ну понятно, что ее использовали, но с другой стороны, ее не признают политическим заключенным, потому что, ну, она совершила действие там насильственного характера. Ну, друзья мои, ну, власть путинскую при поддержке там статистической 80, там, 90%, да, ее не сковырнешь тем, что ты будешь сидеть на зоне. Я, конечно, понимаю, там, например, вот всякие там навальнисты и все прочее, то есть жирно сидят, там телефоны у них, там торпеду к ним туда подсылают, короче, там торпедируют этих, значит, всякими телефонами, смартфонами и все прочее, и потом они, значит, сидят целый час там, значит, строчат и в Твиттере сидят, там, и в других социальных сетях. Единственное, видимо, ограничение, что они не могут там ну, с зоны, с камеры там себя записывать. Ну, вот такие персонажи, как там Яшин, например, Навальный, они же там имели доступ. Потом, после того, как Навального, кстати, переводили из всяких зон, там постоянно начинались какие-то, значит, внутренние расследования, в которых ловили этих усиновцев за то, что они там взятки получали и все прочее. Ну, то есть это естественный такой процесс, да. Единственное, что, конечно, вот, у меня в Твиттере, например, такая ситуация, да, заходишь в Твиттер, и там постоянно кто-то, какой-то пост вылезает о том, что столько-то дней умер там Навальный, короче. Я говорю, так он у них живее всех живых. Ну вы давайте уже успокойтесь, это же не русская традиция, там, деребанить, короче, человечка, который отъехал. Причем отъехал-то зачастую, потому что за ним плохо следили. Посылки, передачки ему не слали, значит, там денег мало, может быть, загоняли. Ну, в общем, ситуация такая, что нельзя, я считаю, подразделять, что вот разделять обыкновенного зэка, который там за кражу сел, да, и которого, в принципе, режиму посадил за то, что он там слова говорил. И греть надо всю зону, а не только там, ну, значит, вот как политическую. Поэтому вот эта концепция, которую я в свое время предлагал о том, что нужно тех людей, которые помогают политическим, подогревать, ну, таких настоящих оторв, настоящих таких крепких людей, которые, ну да, они там в кошки-мышки с режимом заигрывают, конечно, то есть они не дают себя поймать или там каким-то образом дискредитировать, но при этом они выполняют очень важную работу. Есть, конечно, вот такие политические там отрицалова, типа там Подробинника, Стамахина, Гельмана, там, значит, Низовкиной нашей, которые типа все в отрицалово, короче, вскрываемся, там, еще там что-то делаем. Но есть там определенная методика. Вот я, например, того же Сергея Григоренца читаю, да, и вот он там пишет, что действительно вот эти вскрытия политических одному-двух, они не работали. Надо там подговаривать, надо дороги пускать. Надо, ну, вот этой тюремной жизнью жить для того, чтобы там скрываться массово, короче. То есть, потому что, ну, один скрылся, да хоть ты себя изрежь. Вот как, например, эта бедная несчастная Рощина, девочка, которую там замучили, да. Сейчас вот труп, значит, при обмене получили, начали исследовать, у него глаза удалены, у него удалена, значит, подъязычная кость, у него удален мозг, что свидетельствует о том, что, скорее всего, она была намеренно задушена, да, то есть ее кто-то задушил, потом, скорее всего, труп специальным образом обработали для того, чтобы вот эти следы исчезли. Естественно, что при удушении, в общем-то, загнал я там в чат GPT, короче, спросил, зачем вот это, для чего делается. Ну, четко описали, либо огнестрельное ранение, когда мозг страдает, ну, в голову выстрелили, или какие-то повреждения мозга там, да, и основное это утопление, удушение. То есть вот такая система. А журналистская, ну, она поехала, да, исследовать, что там творится на оккупированных территориях. Вот представьте себе, какой силой воли обладал этот человек. И, конечно, он не сдался. И ее пытали,
ее пытались убить, ее в конечном итоге убили. И когда вот какие-то там, значит, персонажи там до сих пор продолжают вякать по поводу того, что то, что сейчас происходит в Украине, это война одного Путина, ну, я, откровенно говоря, смеюсь над их определенной наивностью, пытаться там выгородить тот народ, который агрессивно настроен, и причем он будет еще более агрессивно настроен. Сейчас, правда, вот идут какие-то разговоры по поводу перемирия, там, замирения, там, и все прочее, но для Украины, конечно, если она откажется от Крыма, откажется от своей территориальной целостности, это будет, конечно, серьезное испытание. Ну, единственное, что нам остается в скромности наших ресурсов, так скажем, молиться за Украину, молиться за, значит, тех людей, которые ее обороняют, которые погибают за нее. Потому что, ну, действительно, то есть через какое-то время вот видно, это просто наступает апатия, люди за рубежом начинают жить уже своей жизнью, то есть уже происходит, ну, такое изменение, так скажем, сознания, короче, то есть, правда, есть такие, конечно, здесь, которые страдают тем, что типичная мигрантская болезнь, это называется, ну, как у этого, у нашего там славного персонажа алкоголика, короче, да, кстати, тоже тут с ним связана определенная тема. Не знаю, говорить это в прямом эфире или не говорить, но, в общем, мой, значит, славного товарища мента Усиновца, там, мастера на все руки и, значит, на всю печень, короче, вот, он, к сожалению, значит, скончался, погиб. И когда вот как-то новость эта меня сильно ошарашила в начале недели. Там эта неделя для меня достаточно такая интенсивная была, да. И такая новость неожиданная, и так интересно, потому что у меня, ну, по крайней мере, ближайших родственников, которые забушлатились в Украине, их нет, естественно, потому что, ну, опять же, вот этот вот там, кидание, значит, определенным веществом среди там есть там такой тонкошей персонаж, это, по-видимому, этот Пурбушка Дамбиев, а может кто-то другой, который пишет в такой помойке, называется Хубисхал, он там вообще там левачизм какой-то, анархия, там что-то, ну, вот эти вот все смешные вещи, короче, которые, я не знаю, вообще, понятно ли большей массе бурят, или там они как со времен вот этого сайта бурятского народа продолжает все умничать, короче, с голой задницей. И я вот поэтому говорю, что, ну, он там что-то начал писать там по поводу, там, критиковать эту мерзкую карлицу, а мерзкая карлица там тоже что-то брякнула, сослалась на такого фантазера, есть такой Хуга Бадер, польский писатель, короче. Я читаю книгу его, ну и чувствую, ну вот полная чушь, короче. То есть такое ощущение, что он каких-то форумов начитался или еще чего-то. Ну, то есть явно такое человек местный, там какой-то бурятский, он такого не скажет, короче. А потом, ну, оказалось, что он где-то признался в интервью, его там несколько раз уличили в том, что он, ну, то есть иногда, да даже большей частью придумывает. И она там вернула, вот там какой-то там польский исследователь, там в книге «Белая горячка», там, указал там про Ивенков, там что-то такое. Я говорю, успокойтесь, давно известно, что в 20-е, 30-е годы, когда Бурятию делали, всех азиат записали, буддистов в том числе, азиат-буддистов, записывали в буряты и занимались обурячиванием. И вот у Хамболамы, он, кстати, вот в этом Закаменском районе жил, где очень много вот этих хамниган там и так далее. И он говорит, я любил, говорит, слушать где-то, вот я помню, пост у него был и так далее, как там, в соседнем селе, короче, которое полностью хамниганское, считай, и венское. Они там жаловались, что как их буряты притесняли, как там скот воровали, там все прочее. Ну, в общем, то есть это было, то есть 19 век,
сами буряты подвергались тотальнейшей опрессии, отжатии земель, территорий и так далее. И буряты фактически были, ну, жертвой, да, но жертвой такой, так скажем, осознанной, что ли, так можно сказать. То есть они не боролись за свои права, которые у них русские отнимали, да. Вот то же самое и сейчас происходит. А обижали более слабых. И потом, вот когда некоторые там начинают фантазировать, вот эти всякие умные бабы, так называемые, образованные, вот эти все метиски с русскими мужьями, да, они начинают там говорить, да вот, да буряты, да не могут, вот они сами там подверглись там унижениям, национальным, культурным, языковым, там все прочее. Вот как они могут, значит, мигрантов там ненавидеть, не любить и все прочее, и говорить всякие про мигрантов вещи плохие. А я скажу, ну так буряты это постоянно делали. Это вообще, в принципе, система такая выработанная, когда, например, тех же ирландцев, которых, ну, фактически поставили нацию на изгнание, да, когда большая часть сейчас ирландцев живет в Соединенных Штатах Америки и в других странах, ну, они там тоже, они же там не бегали в тех же Соединенных Штатах и, там, за права афроамериканцев, там, например, или за права рабов, или за права индейцев не выступали, они были орудием этих колонизаторов. И здесь то же самое, такая же ситуация, что бурят сознательно обрабатывали, отрабатывали для того, чтобы они занимались, будучи сами жертвой, сами еще более-менее слабых, имеющих какую-то определенную национальную идентичность, обурячивали. И это не первый, на самом деле, народ, который был обурячен, потому что буряты обурячивали и тюрков, которые жили, и автохтонные народы. И вот, собственно, ДНК, когда исследования проводят, многие в Америке там вдруг внезапно обнаруживают какие-то там палеосибирские гены и все прочее. Это же с этим связано. Или, например, сколько в 60-е годы китайцев этнических в Курумкане, в Баргузине и так далее записались в буряты, стали там Базаровыми, Цыдыповыми, Балдановыми там и так далее. То есть это же, они же все помнят про свое наследие. И поэтому, конечно, когда вот традиционный бурят типа меня говорит о том, что вот колониализм, там все прочее, русские воевали мы с русскими, они так смотрят, а когда у них в истории этого нету. И то же самое нету в истории тех же ивенков, что они воевали с русскими, потому что русские их, ну, истребляли систематически. Это наряду с бурятами. Ну и буряты тоже истребляли. И поэтому, конечно, вот тут есть определенные несостыковки, когда буряты не понимают, почему это происходило. И вот из-за непонимания вот этой ситуации возникают какие-то споры. И вот там парочка есть, значит, вот этих своеобразных женщин, ну, которые вот там Гарможапова и Вьюшкова, например, да. И они там что-то, вот там у бурят был имперский период. Я говорю, какой имперский? Откуда они взяли? У нас что, собственно, государственность была, что ли? В которой там прям законы приняли, короче, в которых мы там, значит, пытаемся там уничтожить ивенков или там какие-то территории отнять, понимаете? А это русский нарратив. Потому что один из русских нарративов в чем состоит? В том, что буряты это пришлые. Это типа кочевники, они как цыгане или как люди в неолите, значит, бродили за стадами диких там бизонов, животных и так далее, да, ну, вот, когда они используют вот это слово кочевник. Только сейчас, там, в течение 20 лет, там, 25 лет вводилось такое понятие, как номад. То есть, чтобы отличить от кочевника, от номада, совершенно разные науки понятия. Вот это вот, когда вносится, они говорят, ну, что как будто бы не местные, а местные это вот эвенки как раз, которые там по лесам жили, где-то прятались. Ну, генетика и археология, и палеогенетика человека, она четко и говорит, что буряты это местное автохтонное население, которое всегда жило. И вот Фофановское, могильник, месторождение, различные другие вот эти культуры, которые посевные были, значит, в Иркутской области, там, я не помню, как они называются, погуглите, умнее станете. Это все наши предки.
То есть понятно, что вот это условное разделение между ивенками, тунгуса, маньчжурами и бурятами, оно произошло именно из-за деятельности, экономической деятельности. Буряты занимались скотом, сеяли проса, эвенки не сеяли, не занимались скотом, были оленные, а олень это дикое животное, кто бы что ни говорил. Были бродячие венки, были венки, вот, которые занимались собирательством. Бродячие, это которые, ну, охотой, собирательством занимались. И их подразделили, почему? Потому что нужно было платить налоги. И вот если мы окунемся, значит, вот эти налоговые сказки русских, и мы поймем о том, что буряты, как раз, почему, собственно, Бурятия, а не венки, да, потому что буряты содержали русских колонизаторов, и это не нужно отнимать, потому что это из наших средств содержалась колониальная администрация, разрасталось некоренное население, и это продолжалось вплоть до момента, когда Сталин начал индустриализацию, когда построили уже железные дороги, там понаехало вот этого Столыпинского отребья, когда потом уже при индустриализации понаехала вот эта промышленная часть, вот тогда уже ценность бурят как местного населения, платящего налоги, она практически нивелировалась. И тогда у бурят действительно появились средства на производство для того, чтобы идти там, не заниматься, не выплачивать эти налоги, да, содержа там бездельников этих, царскую администрацию, казаков и прочую вот эту мразь все. И пошли в наукой заниматься там, через колхозы, опять же, правда. Ну, понятно, что власть, она хотела и дальше эксплуатировать, но они не могли как бы, значит, пойти против математики, да, то есть если бурят толковый, умный, развитый, конечно, он идет в те области, которые ему позволяют. Я помню тогда эвенкоподобный бурят, он тогда заявил, буряты же ленивые, поэтому они идут учиться. Я только говорю, ты вот какому-нибудь русскому Ване скажи, что Ваня, ты вот ленивый, а что ты не учишься? Что ты вот, ну, в университет не поступаешь, там еще там что-то и так далее. А он скажет, а что такое университет? А что, зачем? Ну, глупости, то есть. Вот эти вот стереотипы, которые создают примитивные люди, и вот это опасно, вот эти разговоры, когда там начинаются вот это вкидывать, вбрасывать, что мы, мол, буряты-то тоже имперцы. Вот главное, вот сейчас будут Бурятия, и вот она станет империей. Ну, не империей, республикой, естественно. Правда, от Енисея до Амура. И проблема-то в том состоит, в том, что это же все наше. И венков тоже, и всех прочих народов, которые в свое время, когда буряты создавались как нация в 20-е годы, мы обурятили, которых, как скажем, приняли в свою нацию, да. Правда, пусть в установочном, конечно, в директивном порядке, но тем не менее, сейчас же тоже об этом можно говорить. Вот Бурятский республиканский центр четко ответил, дал понять, что все малые народы, которые сейчас подверглись опрессии, это вот, значит, удыгейцы, это и тельмены, это представители там других народов, да, северных народов, так называемых коренных малочисленных народов. Я говорю, все, то есть они даже не задумываются о том, что что бы нам не сделать 10, там, 20 тысяч, какие проблемы, что для этого нужно сделать, да? То есть они полагаются на естественное течение процессов, в том числе, ну, на свое увеличение численности и так далее. Ну, то есть даже об этом не думаю. И вот это вот то, к чему бурят подводит в конечном итоге, да, заставляя, значит, не задумываться о своей национальности, да, о своей нации, о своем происхождении. И вот эти вот все как раз, заметьте, ширы и бурятки, так скажем, которые там как будто бы с расизмом борются, как будто бы там что-то где-то вякают в каких-то ООНах там и так далее. Вы поймите,
То, что вам дали в ООН там стоять, выступать и так далее, ну, ровным счетом абсолютно ничего не значит. Под это дело, ну, там понятно, там другая структура, там ездят вот там раскрашенные в перьях там представители племен, но у них есть собственная армия, они же не просто так красятся и все прочее, короче. У них там у каждого по стволу. Они в этом лесу прекрасно разбираются. Там войны идут натурально. И они в ООН выступают, потому что они отвоевали это право. А когда вот какие-то непонятные там тетки, короче, с непонятными мужьями, которых вот я Хасагаева тогда вопрос, ну там что-то она там такое, прям, ну такое вот нормальное навалила, короче, там что-то такое. Я такой думаю, ух, какая баба бурятская прям. Написал ей там, Бурятия для бурят. Ну, и она мне пишет там в ответе, я вам не подхожу. Я говорю, а что не подхожу? Ну, у меня дети русские, муж русский. Я говорю, ну, а как ты вот при таком, вот, что ты пишешь, что тебя там унижали в школе и так далее, как ты вообще, бля, русского мужа выбрал, раз? А во-вторых, не воспитала бурят в бурятской культуре. Ну, вот этих своих детей, своих собственных детей. И я говорю, и что потом? Ну, что-то она ответила, а потом что спрашиваю? Говорю, твой муж и твои дети за независимость Бурятии воевать не будут? Не будет. Не будут. Я говорю, ну а зачем тогда вот это все писать? Зачем? Вопрос. Перехват повестки. Все просто. То есть хотят перехватить повестку, чтобы бабы что-то умничали, там какой-то такой, ну, примитивность, короче, запускали, ну и вот эти все остальные оставшиеся, так скажем, в Бурятии примитивы, так, ну, сидели, да, ну, что там, независимость, там, что. Ну, тепло-то не будет от независимости. Я говорю, ну, вы же понимаете, что все, что вокруг вас, все эти ресурсы, русней и всеми прочими там офшорами и так далее, эксплуатируются незаконно. По их законам, по русским, по бурятским законам они должны платить вам ренту. И естественно, вот для того, чтобы такое понимание не пришло вот в эти массы, да, потому что сейчас чем занимается Путин-то? Он не просто с Украиной воюет. Он делает вот то, о чем они говорят прям открыто, и про это вот хорошие русские, они как в упор это не замечают. Мы строим новую элиту. Мы ее бетонируем сейчас, вот это, в этот, значит, хлипкий, некачественный раствор из сотого цемента, да, они кидают в бут, они закладывают арматуру в виде вот этих всех так называемых СВОшников и все прочее. И за счет этого вот этот фундамент укрепляет, который развалился в 91 году. И сколько туда еще накидают всякого барахла, непонятно. Для чего? Для того, чтобы вы не требовали своих прав. Прав на землю в том числе. И сейчас вот, конечно, естественно, там возникает такой вопрос. А что будет в независимой Бурятии с правами вот коренных малочисленных? Так все отпишем им. То же самое будет. Точно так же, как каждому бурятскому роду отойдет его родовая территория вместе с недрами и вместе, так скажем, с теми же персонажами, которые там проживают. И вы за них будете отвечать, естественно. И программа наша по увеличению численности систематичной, потому что сейчас мы видим, как эти процессы происходят. Вот почему сейчас в Соединенных Штатах всю вот эту программу шизофреников этих, так называемые ДИ, сворачивают, а потому что численность начала снижаться людей. Женщины вдруг ощутили, что они могут не рожать. И американская элита задумалась, а через 100 лет, что это будет Америка или это будет подразделение Мексики, например. Да? И я видел интервью одной мексиканской женщины, которая поддерживала Трампа только потому, что он говорит, я не хочу, чтобы я сюда ехала в США жить в белой культуре, в культуре белых людей, потому что я знаю, что такое культура мексиканская, а мексиканская культура, она сейчас вот ужасная, там, как они там друг друга режут, там,
абсолютное отсутствие ценности жизни. Это же ведь существует, это же все видно, это же все везде есть. Понимаете? И нам, вот нашему народу, надо, естественно, сейчас задумываться именно об этом. Что вот эти ресурсы, которые Русня изымает сейчас на войну, на свои виллы там и так далее, они продолжают до сих пор ездить. В том числе через Польшу летят, значит, в Калининград, потом у них европейский паспорт, какой-нибудь Португалии или Черногории, какой-то, как у телеведущей Андреевой, да? Закатываются и через Варшаву летают по всему миру. Ну, потому что так дешевле оказывается. Потому что вот такой анклав в виде Калининграда. Слава богу, сейчас где-то я слышал о том, что войска НАТО там, короче, я встречал в прошлом году, значит, литовского, если не помню, военного, который, когда русские оккупировали Крым, он где-то давал интервью и объявил о том, что да что мы сидим, нам надо сейчас тут же оперативно оккупировать Калининградскую область, короче. Мы должны сделать адекватный ответ. И он рассказывал, что вот этот министр обороны, ну, который пиджак, он ему напрямую его набрал, значит, и говорит, ты что, говорит, капитан, делаешь? Он говорит, я понял, что все, моя карьера как военного закончилась. Но он сказал правильно, и вот сейчас они готовятся к тому, что если Путин там начнет что-то агрессировать, короче, первым возьмут Калининград, потому что Путин там держит 100 ядерных боеголовок. Ну, я же не знаю, на каких носителях, но тем не менее там они фиксируются. Ну, самолетик летает, лидар там еще там что-то видит, там какие-то, значит, нейтрино, ну, не нейтрино, какие-то другие частицы, видимо, ну, посчитали, есть методики. Поэтому непонятно, то есть, что произойдет. Будет ли война там где-то, за границей Европейского Союза, или она прямо вот сюда придет. Поэтому надо ко всему готовиться. Что там почитаем? Так, немножко минут осталось, потому что, так скажем, Алматы, Казахстан пишет, ленивые как раз любят учиться. Дело в том, что это не ленивые, это просто мозг построен определенным образом. То есть учиться вообще на самом деле тяжело, это энергозатратно. Вот те же шахматисты, например, когда в шахматы играют, они же думают головой. Но им нужна физическая подготовка. И Федосеев, кстати, по этому поводу говорил и благодарил своих тренеров, которые вот с ним физухой занимаются. Вот то же самое там с Яном Непомнящим, например. Он 2 раза выходил на претендентские матчи, да? Там, по-моему, 1 раз с Карлсоном, а 2 раз с День Лежением. И было по нему видно, что он, короче, ну, пивко любит, там, шашлычок, что-то такое. То есть он как-то был такой немножко отечный, такой неподготовленный. Ну, вот просчитали все это же там математика и все прочее, расчет такой, что он где-то не вытянет, где-то что-то. И вот он допустил ошибку с День Лежением, например, все проиграл. День Лежения стал чемпионом мира. Вот так. Так, Виталий Корей, привет. Ну, Алматы, Казахстан, ну нет, ну, пишешь, метисы, проблем на самом деле. То есть разные метисы бывают. И вот задача как раз бурят в таких браках воспитывать. И тут вот кто главный в семье, как говорится, да, то есть если главная мать, то будут бурятка мать, то и дети будут бурятами. А если там абьюзер какой-нибудь, русачок там или еще какой-нибудь интернационалист, то тогда, ну все, там, привет. Там мать и все ее родственники там будут чуть ли не за дикарей считать. Это же, ну, естественно, это есть такое. Это видно просто, и особенно в тех семьях, в которых полно таких персонажей. Могу вам сказать, что это понятно. Ну, они там все, вот, левачизм, там это, семья интернациональная, туда-сюда. Ну, а когда надо, например, вот в Америку там эмигрировать и так далее, то, конечно, тут же буряты там подвергались
различным преследованиям и все прочее. Так. Вот, Заблюда пишет. Да нету никаких ленивых, глупых предрасположенностей. Китайцы 30 лет назад в Россию приезжали, батрачили на сроки, продавали тряпки свои на рынке. Теперь вторая экономика мира, как японцы стали. Ты знаешь, ты не думаешь, что те, которые приезжали, там батрачили и тряпки продавали, внезапно в университеты пошли? Их дети, может быть. Но Китай это такая страна, единственная, пожалуй, в которой можно не иметь образования, но быть миллионером. На торговле чисто. И моя знакомая, которая там в Китае училась и там жила какое-то время, она рассказывала, что там полно таких 25-летних миллионеров, но которые не умеют иероглифами писать. Ну вот просто, то есть у них не университетский уровень. Поэтому там в Китае, но при этом они не лезут там во власть и говорят, что раз я богатый, я буду управлять. Там меритократия вот в чистом виде такая вот, коммунистическая меритократия. То есть люди именно и образованные, и определенным образом способные. Они там во власти сидят. И поэтому, естественно, неудивительно, что там 1 200 000 000 они станут экономикой. Потому что вот эта вот пропаганда, так скажем, советская, когда они там, ой, там бедные народы, национальные окраины, карты эти лепят там и так далее. Я вот по этому поводу вопрос задал. Я говорю, ну сейчас все, говорю. Украина там пыталась, значит, создать какую-то альтернативу, так скажем, да, то есть вот что движение там, значит, за независимость, за суверенитет и все прочее, да. Но нам-то что, бурятам, я говорю, нам надо ориентироваться всегда на Китай, потому что, во-первых, ну, Азия для азиат. Во-вторых, мы хотим жить в первой экономике мира. Поэтому многие буряты идут в Соединенные Штаты Америки. Правильно? Правильно. Первая экономика мира – столица мира. Если Китай станет столицей мира, а почему бы и в Китай не ехать? Жить это, во-первых, а во-вторых, ну, все так или иначе будут ориентироваться на первую экономику мира. И вот сейчас американцы пытаются не допустить того, чтобы Китай стал лидером. Я думаю, там китайцы, они ну, очень хитро действуют по той простой причине, что они так подкармливают американцев всякой дезинформацией, пропагандой, там все прочее, что вот они там, наверное, на Тайвань хотят напасть, там какие-то там острова что-то оккупировали и так далее. Но на самом деле все это фикция. Фикция по той простой причине, что никто в Китае воевать не собирается. Они понимают, что время Америки на реформы было упущено, и они ее пустили на всякую там ерунду, вместо того, чтобы инфраструктуру менять, развивать вот этот высокотехнологичный сектор, менять систему образования и так далее, они вот занялись вот этой левачизмом. Почему? Потому что громко орали. И я понимаю, почему заменили. Не потому, что там Трамп гомофоб, там, или там какие-то вот там, проблемы у него там с трансвеститами, там, с какими-то педерастами там, или еще с чем-то. Нет. Первый фактор. Белые там американские женщины начали мало рожать. Второй фактор. Слишком много капиталов накоплено. Ну вы посмотрите, просто вот залезьте в искусственный интеллект и вбейте. Со скольки тысяч доход начинается, чтобы ты был нищим. При этом там практически все компенсируется из бюджета. Раз. Хлебные раздачи, как в Древнем Риме. И во-вторых, вся еда практически доступна через всякие разные вот эти вот хлебные раздачи и все прочее. Ну, до сих пор не кончается. Понимаете? То есть вот поэтому я так говорю, ну, буряты это тоже не дураки там. Надо же ехать и сразу на велфер прыгать, короче, размножаться. Это нормальная стратегия для увеличения численности. И чем больше в США детей, тем больше вычет налоговый. И еще хорошо бы какие-нибудь фонды создавать, которые получат, вот как фонд свободной Бурятии или там еще какой-нибудь фонд получит налоговые скидки для того, чтобы ну, значит, не платить налоги. И там каждая, в общем-то, бурятская семья там может создать какую-нибудь свою церквушку,
получить там выплаты определенные, да, ну и зарабатывать, и не платить налоги. Поэтому нормально все абсолютно. И вот эту же американскую систему мы должны в Бурятию принести, скопировать. Если Китай, когда точнее Китай станет первой экономикой мира, будем точно так же копировать э, китайскую модель. И я склоняюсь к тому, что большая часть бурят, она, конечно, будет с радостью отправлять своих отпрысков учиться в китайские университеты. И вообще, в принципе, сейчас это делаете. Потому что я вот в 2017 году был в Китае в поездке по линии Института Конфуция. И это вообще полностью у меня вот этот русский нарратив, ксенофобия, это просто его выкинуло к чертям. Он как-то вот сидел со школы, там еще, я не знаю, с каких-то вот этих программ, которые с российского телевидения шли там. И у нас там даже случай там, ну, в семье был, там, в общем, мы там хохотали такое, что даже настолько в меня вот эта вот ксенофобия проникла. Ну, а сейчас я понимаю, что это же все, это же русские меня покусали, это же вот они боятся. Это они всегда боялись, что китайцы придут в Бурятию, в Улан-Удэ. Что буряты будут их встречать с ходоком и с молоком. И поэтому они придумали вот этих бурят-монголов в 70-е годы, там вот это, всю вот эту книжки вот эти все, бурят-монгольскую тему. Я так еще думал, что что-то не было, потом панмонголизм это все было, называлось. А потом в раз там в 70-е годы, и вдруг как с цепи сорвались, и все писать начали на эту тему. Там, выдумывать, короче. Всякие там фантазии, там. Ну, гораздо же интереснее истории всякие выдумывать там, нежели чем там где-то копаться там в каком-нибудь культурном слое, там пытаться найти какие-нибудь, значит, средства и все прочее, да, то есть. Поэтому, ну, вот эти бурят-монголы возникли, вот они сейчас там тоже в каком-то вакууме сферическом существуют. Вот недавно общался с человечком, я говорю, а что куда вот эта карта монгола-то подевалась? А говорит, что, ну, так, чик-чик, афера-то на спад пошла. Потому что, говорит, денег-то соскребли с дураков, а там целые, говорит, бригады вот этих мошенников. Калмыка, бурят там, этих катались, короче, там, бригады, понимаете, организованно действуют. Я вот говорю, блин, был бы бюджет американский какой-нибудь или европейский, я бы этих мошенников бы собрал и сделал бы фонд по борьбе с бурятской коррупцией, короче. И вот этих бы мошенников там бы заставил им фацыганить по полной, короче. Но я вам даю это, не навальнистом мнение, это крайне. Станьте фондом по борьбе с русской коррупцией в Бурятии и в соседних регионах, короче. Ролики начните писать там и так далее. Вот эти все бригады там Уладаева, этого Хонгара там и так далее. Ну, которые вот чесом занимались, там, с дурачков, с бабушек, с дедушек, там, денежки последние слимонивали, потому что, ну, это я написал примерно в тот же период, когда письма были мои доставлены и в Великий Хурал, Монголия, и сюда, в посольство монгольское, короче. Внезапно. Поняли? То есть вот так надо делать, короче, с этими ребятами, потому что монголы же тоже не дураки, они говорят, ничего себе на такой теме, короче, там какие-то мошенники паразитируют и не делятся. Понимаете? Логика-то. Вот она как. И не доверяйте никогда вот этим. Я такой думал, ошибаются там, может, там Хонгар, там что-то неправильно. Не Хонгар этот, господи, Джангар. Что-то неправильно там перечитал, короче, там, ну, может, там по глупости, по дурости. А оно-то просто оказалось, что это мошенники просто почву готовили, чтобы вот этих с дурачков денег собрать, короче. Ну, говорят, приличную сумму собрали. Ничего удивительного нет, потому что, ну, дураков полно, дураков хватает. И вот это все процесс, который вот в эти 70-е годы заложился. И для того, чтобы вам синофобию всю выбить, короче, надо в Китай разок съездить по линии Института Конфуция. Они сейчас, благо, еще работают в Рожке. Всем советую, всех детей своих с 6-7 класса начинают принимать. Лучше в школе отправить учить китайский язык, потому что они блестящие, я видел этих детей. В 8-9 классе блестяще говорят на китайском языке. И есть возможность поехать летом в Китай северный. С удовольствием.
С удовольствием всем рекомендую, короче. Никого не слушайте, собирайте деньги. Я в 2017 году потратил где-то 150 тысяч рублей. Ну, я потому что сам еще путешествовал. А вот чтобы ну, на такую поездку там что-то, ну, порядка 30 там было что-то. Ну, по тем временам, в принципе, небольшие деньги. $1000. Сейчас может быть чуть больше, но если в Китай ехать, покупайте тур, потому что туром дешевле. Я сглупил, я, ну, думаю, сейчас там через букинги, через это дешевле получится. Оказывается, ничего подобного. То есть лучше тур покупать. И настолько Китай большой, настолько он прекрасный, что, конечно, это меня сильно поразило. И вот это вот, конечно, вот это, вся вот эта российская пропаганда насчет Китая, она просто выветрилась. И, в общем-то, будь Китай, допустим, гоминдановским, конечно, может быть, я бы и туда зазывал. Но так вообще там все равно чувствуется немножко как Беларусь. Там вот, например, в Чанчуне мы ходили в такой ресторан. Ой, не ресторан, в этот, господи, в студенческую столовую. Там даже каникулы, но все равно эта столовка работает, короче, потому что ну вот про столовки. Там вот в столовке жила и работала какая-то женщина, по виду бывшая интеллигентская. И я так понял, что она там единственное место, в котором она может работать. И она периодически была побитая. А потом мой сосед, он сказал, я видел, говорит, почему она побитая, потому что ее в конце рабочего дня колотил какой-то мужик. А колотил он ее не потому, что она там какую-то сдачи не додала, еще что-то. Он от нее конкретных целей и задач хотел. И мне вот это вот, конечно, все отлично, экономика растущая и так далее, но вот эта женщина, она больше всего запомнилась. То есть она явно интеллигентного типа была. То есть это явно та, которая участвовала в студенческом движении там, где-то в конце 80-х годов. Да? И вот как она, ну то есть без возможности вообще и выехать и так далее. То есть такой нюанс. Есть. Так что едьте в Соединенные Штаты Америки. А мы с вами, дорогие друзья, с радио прощаемся и отключаем микрофон. Так, скорее всего, записал. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.